А вы знали, что каждый день в мире распространяются миллионы фейковых постов и новостей? И быстрее фейки распространяются в Твиттере и Фейсбуке, чем даже правдивые новости. Как так получается? Меня зовут Азат, я сооснователь Башта, и сейчас я вам расскажу, как отличить правду от лжи. Для начала давайте разберемся, что такое факт-чекинг. Факт-чекинг – это когда мы с вами буквально перепроверяем информацию. Мы получили с вами рассылку в WhatsApp, что вертолет распространяет коронавирус или что вакцины приводят к аутизму. И первое, что мы с вами должны сделать, это перепроверить эту информацию. Как мы это сделаем? Мы просто вобьем в Google «вакцина и аутизм» и попытаемся найти хотя бы одного человека в мире, кто получил аутизм из-за вакцины. И мы с вами увидим, что нет такого человека. Более того, мы с вами прочитаем очень много статей, в которых указаны ссылки на исследования, где говорится, что между вакциной и аутизмом нет никакой связи. А что это значит? Это значит, что та рассылка, которая пришла в WhatsApp, в которой говорится, что аутизм и вакцина это одно и то же, это абсолютно ложь и фейк. И это помогает уберечь вашу репутацию. Вы перепроверили информацию и убедились, что ее не надо распространять. Очень часто сижу в соцсетях, в частности в Фейсбуке. Но я не думаю, что это прям какая-то большая проблема, потому что человек с критическим мышлением, в принципе, может перепроверить, и почитать, опять же, журналистов, которые проверяют, делают тот же факт-чек. Мисалы, бир фейк информацияга кабылып калсам, аны тактаганга аракет кылам. Бир источникти эле карап, ушундай экен деп калбайм. Андан башка да источниктерди издеп көрөм. К примеру говоря, это работа за границей, так как у них они предлагают очень хорошую заработную плату, хорошие условия, но приходится перепроверять на нескольких сайтах. Соцсеттерден калам, фейковый информацияларга, бирок аларга көп деле маани берип, мындай факт-чекинг деле кылбайм. Я стараюсь не воспринимать это полностью всерьез. Я читаю, проверяю информацию на подлинность в разных источниках. Давайте посмотрим, как еще факт-чекинг помогает вам в жизни. Например, вы решили, что вам очень важно сохранить ваше зрение, потому что вы не хотите ходить с очками. И очень часто вам будут говорить, что может вам стоит купить очки для монитора. Если вы пойдете в любой магазин оптики в Бишкеке, в любой части Кыргызстана, вам скажут: да, точно, возьмите очки для монитора, они вам очень сильно помогут. И вы начнете гуглить. Когда вы начнете гуглить, вам будут попадаться разные сайты, которые будут говорить, что действительно компьютерные очки помогают сохранить вам зрение. И казалось бы, в принципе, кажется, это правда. Об этом пишут в интернете, об этом говорят продавцы. Но не стоит этому всему сразу доверять. Давайте попробуем стать факт-чекерами и перепроверить эту информацию. Как мы это сделаем? Давайте попробуем найти сайт, на котором не продают очки. Исследования. И здесь написано, что данный тип защитных очков довольно новый, поэтому существует мало исследований, которые подтверждали или опровергали их эффективность. Окей, здесь уже мы должны с вами засомневаться в словах продавца, который нам пытался продать очки, и засомневаться в той информации, которую изначально мы читали на других сайтах. Что еще можно сделать? Какой самый быстрый способ факт-чекинга? Старайтесь всегда все перепроверять на английском языке. Почему? Потому что информации в мире на английском языке в 10 раз больше, чем на русском языке. Один из сайтов, который первый в начале выходит, он пишет, что «There is no current research to suggest that this can improve or protect the health of your eyes». Что сейчас нет ни одного исследования, которое бы подтверждало, что действительно такие очки работают. И мы можем дальше посмотреть на источники этих сайтов. Для чего вам это нужно? Так вы сэкономите деньги и не будете носить очки, которые вам не помогают. Вот такой очень простой пример. Ну и напоследок, сайты, которые могут быть вам интересны и полезны.